и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Легендарные строки Пушкина, написанные им о памятнике, сегодня звучат у скульптуры в его честь. Величественное бронзовое изваяние уже с утра утопает в цветах. Одним из первых их возложил Рустам Минниханов. Пушкин для нас – это все. Несмотря на особую ситуацию нынешнего года, у нас в республике по-прежнему очень широко отмечается Пушкинский день и День русского языка. Большая часть мероприятий сегодня проходит онлайн. В рамках Пушкин-феста культурный центр имени поэта на своем YouTube-канале целый день декламирует стихи поэта и анализирует его творчество. Колледжи республики проводят онлайн-флешмобы и выставки, библиотеки и музеи, литературные часы, онлайн-игры и чтение. Ко дню Пушкина присоединилась и ТНВ, и на канале прошел фильм-концерт, посвященный жизни великого поэта. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. А вот автор проекта «Новая Тартария» Эдуард Хайруллин вспомнил казанский период Пушкина, как в 1833 году поэт гостил в Казани. В подробностях автор рассказывает, как Пушкин провел в городе 2 дня и 3 ночи, играл в шахматы, ходил к друзьям, писал. Объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал. И очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону. Даже несмотря на то, что Пушкин был здесь очень короткое количество времени, всего там 2-3 дня в 1933 году, тем не менее очень много объектов связано с его именем. Ну и самое главное, с его именем связано одно из интереснейших произведений Александра Сергеевича, финальное его произведение «Капитанская дочка». По этим данным, поэт совершенно точно был здесь, в доме Фукса, который и сейчас располагается на пересечении Московской и Камала. Кто знает, может быть, и здесь рождались строки, впоследствии ставшие бессмертными. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Я вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Великие строки звучат на улицах и в соцсетях. Республика присоединяется к флешмобу в честь Дня поэта. Стихи Пушкина сегодня прочитали и министры. Написанные 200 лет назад, они остаются строками про нашу жизнь. Добро и любовь, какими их увидел Пушкин и донес до нас. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк.